Северного полюса и с мешком подарков наперевес к детям наконец приехал Дед Мороз. Правда, ждать пришлось целый год. Впрочем, здесь никто не в обиде. Ведь главный символ Нового года не загорится просто так. В стенах реабилитационного центра оживает новогодняя сказка. Пираты, Снегурочка и главный новогодний волшебник. Ну а какое же представление без Бабы-Яги, которая так и норовит подпортить детям праздник. Подговорить пиратов украсть Снегурочку, своровать сладкие подарки у Мороза и запугивать детишек. Но для Анжелики Чехкиевой этот персонаж один из самых любимых. Объясняет выбор персонажа просто. Бабе-Яге можно все. И своим веселым характером она заряжает не только детишек, не меньше удовольствия получает и сама. Дети и боялись меня, но тем не менее они знали то, что я вроде так неплохая, чувствуют ауру, дети хорошую ауру чувствуют, хоть и под гримом, но все равно есть такое. Вот. И мне было очень приятно с ними даже работать, потому что когда ты выступаешь, ты, несомненно, работаешь с детьми, потому что они тоже должны нести какую-то отдачу. И вот дети несли полную отдачу, от них веяло только оптимизмом и радостью. Организаторы праздника — администрация Магаса совместно с культурно-техническим центром. И такие предновогодние благотворительные акции для них стали традицией. Пользуясь случаем, мы хотели поздравить всех наших детишек с наступающим Новым годом. Пожелать им самое главное – это здоровье, много радостных дней в их жизни. Всего самого наилучшего. И также всех остальных тоже хотелось бы поздравить с наступающим Новым годом. Волшебная сказка, развернувшаяся в стенах центра, дарит веру в новогоднее чудо не только детям, но и самим родителям. Эта вера живет и в сердце матери Аиши. У девочки сколиоз 3-й степени. И уже который год под бой курантов Людмила Парижева загадывает лишь одно – самое сокровенное желание. Чтобы мой ребенок был здоровый, счастливый, и чтобы она не была отделена от всех других детей, которые более здоровые, чтобы она себя в этом мире чувствовала так же полноценной и такой же счастливой, как и другие дети. Это любое желание матери. Конечно, хочется еще больше пожелать всех мирских благ, но, учитывая все, хочется, чтобы в первую очередь ребенок был здоровый. А вот сама маленькая непоседа уже получила свой долгожданный подарок. А какой? Вот этот, вот какой мне дали. А еще что-нибудь хочешь на Новый год? Да. Бэйби-бом какой сама учится разговаривать и сама съедет на кафе. Подарками Дед Мороз сегодня радует всех воспитанников центра. Но отпускать его просто так никто не хочет. Пусть добрый волшебник стуком своего посоха исполнит еще несколько желаний. И просит воспитанники вовсе не об игрушках. Что бы ты загадала бы Дедушке Морозу? Чтобы не было войны. Продолжает праздник танцевальным шоу, где в гости к ребятам заглянул еще один новогодний волшебник. Погрузились в атмосферу праздника и воспитатели. Видеть, как глаза подопечных горят радостью и весельем, дорогого стоит, делится Хульмат Гадзоева. Новый год для нее самый любимый праздник, потому как обязательно отмечает его семью. Ездию к родственникам, к маленьким детишкам, делаю подарки, устраиваю какие-то вечеринки детям. Поэтому, дома, конечно, праздничное настроение присутствует. Тем более, что впереди каникулы, дней 10 будем отдыхать, развлекать детей. Для меня лично именно то, что я провожу время с детьми, это действительно значимо, и я это делаю от души. В новом году ребята ждут новых достижений, строят планы, загадывают желания. А еще желают друг другу удачи, радости и счастья. Но самый главный подарок для них – это здоровье. Дана Плиева, Хамзат Халухоев, Новости 24.